по роду деятельности вся страна, вот в целом, как бы это мой дом, вся Абхазия, да, так как и профессия связана с памятниками историко-культурного наследия, которые разбросаны от Псо до Ингур, и они все как бы имеют огромное значение для меня, как я думаю, что и для моих коллег тоже в целом. Профессию я не выбрал сразу. Со школьной скамьи я любил историю, очень любил историю и вообще думал, что посвящу свою жизнь именно истории. А вот уже как-то в старших классах у нас, кстати, дома часто останавливались археологи, которые приезжали из России. Отучиться истории Абхазии именно там в другой стране невозможно. Тут большое значение имеет еще и практика. То есть мы непосредственно соприкасаемся с теми объектами, которые мы изучаем. За такую многовековую историю Абхазии здесь сталкивались на этой территории большие империи. Здесь есть следы греков, есть следы римлян. Очень богатая история. И, как вы заметили, и сегодня тоже здесь, на нашей территории, бывает, что накаляется ситуация, да, постоянно. Вот это соперничество всегда, ощущается это соперничество великих держав. Это как бы идет, можно сказать, с древнейших времен. Пограничное место, где сталкиваются каким-то образом наше население и наша страна остаются непоколебимыми, можно так сказать, с такой историей, с такой богатой историей, и выживает на протяжении всех этих веков и отстаивает свои интересы. У нас в это время была своя богатая культура, вот цибельдинская культура в археологическом плане очень богатая, она не уступала римской культуре, это видно по синхронным материалам, да. Римляне, наоборот, не могли здесь закрепиться, то есть они хотели здесь твердой ногой встать, но вот вы видите эти разрушенные крепости одна на другой, это все говорит о том, что они не могли здесь так просто закрепиться, там, взять всю эту территорию Абхазии, которая была здесь, местное население активно сопротивлялось. Вот если взять даже этот клочок земли вот на Сухумской крепости, 10%, наверное, раскопали максимум. То есть все еще впереди. Не только эти раскопки там на набережной, не только там раскопки на Великой Абхазской стене или на Накопии, где я лично тоже принимал участие. Вообще весь масштаб по выбору своей профессии, этот весь масштаб тоже такой головокружительный, можно так назвать, из-за того, что у нас, наша страна вообще насыщена древними памятниками. Можно сказать, древних памятников намного больше, чем поздних памятников. И большинство из них находится под землей. У меня не было никогда такого чувства, что это именно моя заслуга или я ее нашел, потому что вообще любая экспедиция, она состоит не только из одного человека, а из многих людей, археологов, которые участвуют также, они прикладывают. Это общие усилия. Общими усилиями, да, мы находили много интересных предметов, там наградой, что является. Это опять-таки находки. Вот эти находки, которые могут послужить каким-то импульсом в развитии истории Абхазии. Вот иногда бывают исследования, они могут навредить. Мы 10 раз подумаем, прежде чем приступим к исследованиям. Может быть, в закрытом состоянии оно больше сохранилось бы. Раскопать объект – это не цель, не задача, а сохранить самая главная задача. И пронести сквозь века, чтобы будущее поколение также гордилось этими объектами, этим наследием. И меня на самом деле поразило то, что на эти раскопки, да, во время, можно их назвать такими масштабными, а масштабными они стали из-за того, что практически каждый неравнодушный человек и там гражданин нашей страны пришел и внес свою лепту. И можно так сказать, что мы всей страной раскопали наше наследие.